I stayed in hotel in Holland. Holland. Very nice. Thank you, Larissa, very much. And what about Galia? Galia, I know that you were abroad some years ago. $2,000 you take with you if you go abroad. Да. Ну, на самом деле, английским языком я никогда не занималась. Он для меня был чем-то космическим. Но всегда очень хотелось, потому что как бы и работа с компьютером этого требует, да и вообще дети у меня хорошо знают язык. Я уже знаю, как надо читать правильно, как вообще с этим языком обращаться. Поэтому, наверное, если с каким-то разговорником куда-то я попаду, я, наверное, смогу, если очень нужно будет изъясниться. Прежде всего, разрешите мне от имени нашего академии поблагодарить Дмитрия. Видать, сам университет Золотого веку, это само по себе ідея вельми цудоўная, але еще больше цудоўна тое, что коли вы придете до нас на занятки, то у нас немає Золотого веку, мы все молодые, пригожие и вельми таленовитые. И нават те, кто на самых первых занятках говорил, ой, я не умею, ой, у меня не отрымается, сегодня можно поглядеть саму выставу прац и переконаться, что люди, которые занимаются один раз в тиждень, 3 годины, и уже на протягу полгода имеют такие выники. А рисование для меня это просто даже уже не просто хобби, а какое-то стало делом моей жизни. То есть мне это очень нравится. Отец у меня был профессиональным художником, я никогда не рисовала сама. Вот. А теперь начала. Я думаю, вот как бы мой рано ушедший отец был бы сейчас доволен. Потому что он мне помогает, вот рисование мне помогает видеть мир совершенно в другом цвете. То есть я раньше ходила, просто жила, ходила и глазами впитывала то, что вижу, и все. А теперь я разглядываю каждую травинку, каждый цветок, я смотрю, как они устроены, как бы я нарисовала это. Мне очень нравится, просто очень нравится, и это уже стало больше, чем хобби. На дороге життя взяла лучшие квятки, квят przyjaciółki, kochanka i matki. I myślę sobie, mam kwiaty świeże. Курсы польской мовы. Не веду, для чого я роблю, тому що подобається. Я роблю. А працюється мені бачите, як весело, все співаємо. Кльово. Ой, вельми подобається. Шукаємо осяроддя мовне. Ну ось тут його знаходимо. Притым у нас наставница вельми цікавый, добрый человек. З Еленой бачиться, пригажуней такой, побачиться, так добрую ауру так схватиш, і потім на цілий тиждень весело живеться. І дівчата, хлопці такі пригожі, добрі, шутки різні. Цікаво, хочеться ходити. Небагатая культура польская, поэтому хочется что-то доучиться. Мы связаны с старожитных часов с Белоруссией, Польша, поэтому долучиться, зведать что-то новенькое, это вельми цікаво. И мы просто молодеем с нашей наставницей. Еще раз. Ой, ты, куме, куме, злая жена у мне.
Cicho kumie, nic nie mów, jeszcze gorsze u mnie. Cicho kumie, nic nie mów, jeszcze горше у mnie. Я тоже выбрала то, в чем я чувствовала необходимость. Это работа на компьютере. Вот. И получила то, что я хотела, я узнала то, что я хотела. И благодарна нашему преподавателю, молодому человеку, совсем молодому Виталию. Ну и что еще можно сказать? Что очень большую радость приносило общение с людьми. Собрались такие люди, такие женщины с такими интересными судьбами, увлеченные. И для меня, конечно, это была большая такая психологическая поддержка. И за этот год я просто стала себя чувствовать увереннее, потому что я нашла здесь единомышленников. И, кроме всего прочего, предлагались такие очень интересные лекции, семинары, которые тоже очень много дают. Расширяют кругозор и дают возможность узнать что-то новое. Я ніколи не фотографувала, бо не мала можливості. Но завжди здивлялася ось цьому моменту злові тоє, пригожусь. Але гэта пригожусь убачу і нікому не розкажеш. А зараз мне подаровали весной гэтую цацку, я з ёй не расстаюсь. Я люблю гэтага чалавека, які мне подаровал, і люблю гэтую цацку. І гэтай цацкай я ловлю гэтыя моменты і дарую их вам. До того, как я пошла на этот кружок, у меня не было даже фотоаппарата. Просто я никогда не фотографировала. Получилось так, что мне подарили фотоаппарат, и я просто пошла на кружок. А на самом деле оказалось, что получилось, что этот кружок один из моих самых любимых. Я не думала, что фотография это такая, интересная наука. Я почала фотографовать. Я ведала вельмі мало, калі пришла сюды. І вось гэтая дзяўчынка, вельмі працавітая, прыгожая, сціплая, наша Волечка сумела адказаць амаль на ўсе пытанні. Такая разумная, такая компетентная и такая красивая, такая... Ходил с нами. И такой самоотверженный человек, несмотря на то, что нас было иногда и мало, потому что полдня он нас водил. И я говорила, может быть, вы устали, может быть, больше не пойдем. Он говорит, даже если один человек будет, я все равно поведу вас в РТС. Мы все, наш средний возраст, 70 лет, влюблены в него. Это ему ничем не грозит, потому что он наш сын, он наш ребенок. Мы ему благодарны очень, у него познания очень глубокие, и он нас всех поразил своей рудницей. Хочу сказать, что я выступаю, наверное, экспертом, потому что видела вас в начале года учебного, и хочу сказать, что вы все помолодели, на лет 15 точно, поэтому я вас поздравляю и хочу, чтобы волны энергии сегодняшнего вечера просто разошлись по городу, я уверена в этом. И спасибо вам большое за то, что вы такие есть любящие, энергичные, молодые, замечательные. Спасибо вам большое. Для меня золотой век – это второе дыхание, это новая жизнь. Родной наш город стал роднее. Я вижу приятные, знакомые лица. Мы все здороваемся, все друг другу улыбаемся, все друг другу желаем добра. Это раз. Во-вторых, мы получили много здесь знаний. Слушали лекции, занимались по интересам. Я очень рада. Изучила польский язык от буквы А до буквы Я. Научилась читать, немножко говорить. Очень интересно было в вечерках. Много мы узнали о белорусском народном творчестве. Я сама кругом участвовала тоже. В общем, золотой век для людей золотого века – это все. Пришла весна, весна красна. С собой радость у наше життя принесла. Кветочки зацвітають, птушки співають, пісні дівчати далеко над землею лунають, веснянки співають. І вас, дівчата, з вечора сьогодні так само привітають.
Девчатки на Шорговцы, заходьте. Идите на работу, все девочки на корову. Ай, наша коровода, был сын воевода, а наша коровода, был сын воевода, о, Вот так. Вот так. Хоп. Хоп. Полька! Полька вправо! Двор треба засыпать. Полька вообще-то вот Нет, по шее. Это под Испань. А мы будем так. Вот так. Пляскайте в долони. Пляскайте, пироги. Но это стала семья. Это стала общая семья, которую, я думаю, могут дружить до конца нашего возраста, и которые могут помогать друг другу, хотя бы теплыми словами. Неважно, там материально мы все пенсии получаем одинаково, но какие-то минуты тяжелые, хотя бы добрым словом мы должны друг другу. Это семья. Этот наш университет появился в моей жизни в самый трудный для меня период. И он, в общем-то, теперь является для меня спасением. Я очень рада, что пришла сюда, и я никогда сама не брошу. Я буду ходить, пока он будет существовать, а я думаю, что существовать он будет очень долго. Надеюсь, по крайней мере, на это.